Цель книжного клуба почитателей – превращать каждое чтение книги в увлекательный диалог. Последней настольной книгой участников клуба стали два издания писателя Даура Начкебия. На встрече книголюбы обсудили с самим автором его роман «Берег ночи» и сборник рассказов «Одноглазое небо». Герой в этом эпизоде, как мне кажется, пришел не к тому, что он желал этой смерти. Вот эта часть приятная смерть, он к ней был готов и на тот момент уже не испытывал страха смерти. Это как полностью испытать полноту жизни, как сам цветок. Выполнил свою миссию на земле, отдал запах, отдал красоту и принял смерть как продолжение жизни, если можно так сказать. Я очень люблю книги, чтение. Для меня это вообще... У меня очень много книг. Я примерно посчитал около 5000 книг. Половина здесь в городе, половина в деревне. Я пытался читать электронные книги и даже купил несколько электронных этих, как называется, книг. Закачивал туда всю литературу, но не пошло. Только бумажная. Ну, я старомоден, что делать? Читательскому клубу уже 6 лет, и, можно сказать, это первая встреча с автором книг в таком масштабе. Книга «Берег ночи» – пронзительное произведение о войне. Роман рассказывает о друзьях, которые воевали на разных фронтах. Один из них хотел стать писателем, но погибает. Тема смерти отчетливо прослеживается в рассказах автора, что дает повод для философских размышлений. В русской литературе, я считаю, двух совершенно непостижимыми писателями, несовершенными гениями – это Гоголь и Андрей Платонов. А Пушкин, он вне всех этих категорий. Я каждый год перечитываю «Мертвые души». Я считаю, это, наверное, неправильно, конечно, но все равно я считаю, что это, если не самая главная книга на планете, то одна из самых великих книг. Родное абхазское – это другое. Там другой градус, другой накал. Там язык – это другое. Это то, что течет по моим жилам. Второй для обсуждения книгой стал сборник рассказов «Одноглазое небо». В этой книге Даура Начкебия переплетаются лирические и философские линии. Часть рассказов написаны от лица автора, а другая – от лица погибшего героя его романа «Берег ночи». Участники обсудили ключевые смыслы, заложенные автором в этом произведении. Идея встречи с Дауром Начкебия возникла у нас довольно давно, и сегодня мы сумели ее реализовать. Я очень счастлива, что Даур Капитонович нашел время, посетил наш клуб, ответил на все вопросы, которые нас интересовали. Абхазских писателей мы, к сожалению, читаем реже, чем зарубежную и российскую прозу, но связано это больше с тем, что абхазских книг меньше, в том плане, что их в доступе меньше, их сложнее найти в бумаге. Надеемся, что в ближайшие годы эта проблема для абхазских читателей будет решена, потому что у нас есть большой запрос на чтение своей абхазской родной литературы. Это происходит совершенно на безвозмездной основе, поэтому я призываю каждого желающего присоединиться к клубу. Участники книжного клуба почитатели поначалу собирались на онлайн-платформе. В дальнейшем их встречи переросли в живое общение. И уже 3 года они собираются в таком формате. Выбрав одну книгу путем голосования, прочитывают ее в течение 1 месяца. Далее следует разбор, затем анализ. А самое интересное – это встреча с автором. Налачхинджерия, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.